Число зарегистрированных безработных в России в первом полугодии 2019 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минтруд связывает это с ростом пособий по безработице и считает ситуацию стабильной. По данным Минтруда, за это время в качестве безработных зарегистрировались 885,5 тысяч граждан. Увеличение количества зарегистрированных безработных во многом связано с повышением размера пособия по безработице, отмечают в ведомстве. Максимальный размер пособия с 1 января этого года составляет 8 тысяч рублей. Для лиц предпенсионного возраста чуть больше 11 тысяч. Общий уровень безработицы в России снизился в июне 2019 года до 4,4%, достигнув исторического минимума с 1991 года. Общая численность безработных в России составила на конец июня 3,3 миллиона человек. По данным ведомства, средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля составила 4,9 месяца, уменьшившись на полмесяца по сравнению с данными прошлого года. Это внесло свой вклад в сохранение невысокого уровня безработицы, считают в министерстве. Тем временем специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы подсчитали, что к 2030 году почти половина россиян может остаться без работы из-за автоматизации производства. Порядка 20 миллионов человек, что составляет 45,5% работающего населения, должны будут уволиться. Также высвобожденное население будет вынуждено менять квалификацию, потому что их опыт и знания утратят актуальность. Наибольший риск увольнения ждет работников гостиничного и ресторанного бизнеса. Это 73% занятых в нем. Также покинут рабочие места люди на обрабатывающем производстве, 60%. Заменят роботы 55% работников сельского и лесного хозяйства. Под угрозой увольнения могут оказаться 53% работников розничной торговли и 51% занятых в добыче полезных ископаемых. Однако при этом специалисты Академии отмечают, что вышеуказанные данные вовсе не означают, что людей начнут заменять роботами уже завтра. Тем не менее, каждый пятый еще работающий россиянин, 18%, оказался недоволен условиями труда на своем рабочем месте. Большинство работников, 81%, говорят, что они довольны условиями. В свою очередь, треть респондентов, это 33%, пожаловались на низкий уровень зарплат. Еще 22% рассказали о проблемах в помещениях, где они работают. Речь, в частности, идет о плохой вентиляции и некомфортной температуре воздуха. Также 18% участников опроса отметили плохую техническую оснащенность рабочего места. 14% сообщили на нестабильном графике и переработках. Еще 12% пожаловались на отношения с руководством, а 11% на содержание работы, ее сложность или однообразность. Среди других поводов для недовольства оказались задержки зарплаты, нарушение техники безопасности, а также атмосфера в коллективе. Опрос проводился в июле 2019 года среди 1500 человек старше 18 лет в 50 регионах нашей страны. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий платить повышенные пенсии не только пожилым людям, отдавшим сельскому хозяйству не менее 30 лет и продолжающим жить в сельской местности, но и тем, кто со временем переехал в город. Документ подготовлен законодательным собранием Алтайского края. По действующему законодательству труженики села, продолжающие жить в сельской местности, получают 25% надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и инвалидности. Но если они переехали в город, то нет. В Алтайском крае посчитали эту норму несправедливой, ведь многие пожилые люди переезжают по объективным причинам, как правило, когда состояние здоровья становится тяжелым и они начинают нуждаться в помощи близких. В связи с этим предлагается платить надбавку к пенсии всем, кто имеет длительный стаж работы на селе, вне зависимости от того, где люди живут в старости. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.